Урожай, хотя и богат, но по качеству отстает. Больше 5000 тонн транзитного зерна в России не отвечают требованиям Россельхознадзора. В нескольких центнерах из 1000 тонн примеси ГМО. Что касается татарстанских семян, то заявлено, что все они без каких-либо инородных добавок. Это результаты проверок 9 месяцев этого года. Анализам подверглись около 300 тонн семян. Но есть другая опасность – сорняки. Для нас наиболее значимы, конечно же, это амброзия трехраздельная, повелика, так как они именно являются сорными растениями для сельхозкультур, для зерновых наших. И поэтому они наибольшую угрозу представляют для нашего сельского хозяйства. Статус карантинных в этом году сняли с 3 районов республики. В Заинске и Мензелинске разрасталась повелика, в Нурлате – амброзия. В Алексеевском районе чуть не возникла угроза птичьего гриппа. Одна из семей домашних птиц держала вместе с дикими. Во дворе 20 голов диких уток. Балакшино. Спрашивают у хозяина, откуда? Они, говорят, с нашими воды, говорят, пришли вот. А вот следят за здоровьем поголовья фермеры практически все. По данным ведомства, работают в системе «Меркурий». Стартовав в июле, возможность вести хозяйство онлайн пришла ко всем. Система «Меркурий» охватывает на территории Республики Татарстан 100% всех хозяйственных субъектов. Но возникает момент, бывает новые, которые открываются индивидуальные предприниматели, обращаются к нам с заявлениями, мы их не подключаем в тот же день, как они обращаются. К 2024 году к одной сети должны быть подключены и производители, и поставщики. Создается единая государственная система контроля и безопасности товаров от хозяйства и до прилавка. Позволяет отслеживать путь этой продукции, от кого эта продукция пришла, в какое предприятие попала, в какое предприятие торговой сети. И она, наверное, будет интересен уже нашим потребителям. Пока же за год мясо и птицу с нарушениями продавали больше 200 раз. За нарушение в продаже молочки у 11 производителей отозваны сертификаты соответствия. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.